Вступившему в силу с 1 июля постановлению о размещении натуральной и ненатуральной молочной продукции в Ингушетии пока еще привыкают. Новые правила были приняты для удобства потребителей, однако не все предприниматели торопятся создать такие условия для своих покупателей. Так, к примеру, в этом магазине информационных надписей об изделиях с заменителем молочного жира и без нет, а значит, некоторым придется прибегать к старым методам, чтобы разобрать состав на упаковке. Здесь нет заменителя молочного жира, а значит, берем. Однако стоит отметить, позитивные изменения есть. Надписи на молочных лавках начали появляться все чаще. Не последнюю роль сыграли в этом и специалисты Роспотребнадзора. С момента утверждения новых правил ежедневно проходят рейды по молочной продукции. И ситуация в каждом магазине разная. Так, в одном из назрановских супермаркетов все стеллажи оформлены согласно новым условиям. Как только Роспотребнадзор предупредил нас о том, что молокосодержащие продукты должны стоять отдельно от продуктов заменителя молочного жира, мы сразу же отделили друг от друга эти продукты. Вот здесь, смотрите, у нас продукты без заменителя молочного жира. Здесь у нас продукты с заменителем. Продавцы делятся, что в такой раскладке молочных изделий нашли ряд преимуществ и для себя. За консультацией потребители обращаются реже. А что касается самих покупателей, созданные удобства успели заметить. Теперь не приходится терять время в поисках любимого лакомства, так как знают, на какой полке наверняка находится. Конечно, удобно. Это чем искать, читать этот мелкий шрифт. Очень удобно. Посмотрел без заменителя. Берешь то, что тебе надо. Оставить такие отзывы могут далеко не о каждом магазине. Например, в этом вероятность того, что покупатель может запутаться, очевидна. Надпись «Без заменителя молочного жира» расположилась в самом конце стеллажа над отдельной категорией изделий. А относится ли остальная продукция к натуральной или ненатуральной, разбираться придется самим. Это нарушение не осталось без внимания сотрудников Роспотребнадзора в ходе рейда. В данной продукции есть заменитель молочного жира, и у вас тут должна быть информационная надпись «Продукты с заменителем молочного жира». То есть это является нарушением, поэтому в данном случае должна быть у вас выделена полка с продукцией с заменителем молочного жира, и должна быть вывеска. В следующий раз будет и здесь и вывеска будет, и обязательно сделаем. Предупреждение сделали и торговым точкам, которые даже еще не пробовали разделить молочные изделия согласно требованиям. У них продукты с содержанием заменителя молочного жира и натуральные визуально не разделены и не сопровождены информационной надписью. Я объяснила продавцу, администратору, что данные нарушения должны быть устранены. Мы выдадим предписание предупреждение о том, чтобы данные нарушения были в ближайшее время, в кратчайшие сроки устранены. Некоторые потребители даже не подозревают о вступивших в силу новых изменениях. Так, Умар Чербижев за молочными изделиями приходит только в этот магазин. О том, что их теперь принято разделять надписями, только узнал. Признается, покупает только натуральную продукцию и был бы рад, если на молочной лавке она располагалась отдельно от продукции с заменителями. Директор, заведующий, начальник отдела, заставить здесь руководство малу. Давай, делайте. Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что подобные нарушения встречаются довольно часто. С момента вступления в силу нового законодательства рейдами управления охвачено более 90% торговых точек в регионе. При выявлении нарушений выносится административное наказание по статье 14.15 Кодекса административных наказаний. При выявлении нарушений также выносится предписание, постановление. Динамика есть положительная, потому что все предприниматели уже знают данное законодательство. Они устраняют нарушения, отделяют молочную полку. Представители Роспотребнадзора и дальше продолжат выявлять нарушителей и выписывать им предписания. А у тех предпринимателей, кто невнимательно следил за новыми законами и постановлениями о правилах продажи, до следующей проверки еще есть время устранить нарушения. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.